Менә бүген без сезнең белән очраштык. Шундый матур ифтарда, шундый тәмле башладык, әйме? Менә без татар штабыннан килгән кешеләр, әйтегез әле, сезгә ничек ифтар булды, ничек үткәрдегез? Без инде бу Мәскәү мөфтиятендә беренче тапкыр түгел. Һәр вакытта да бик җылы итеп, тәмле итеп каршы алалар. Рәхмәт бик зур Альбир Кыргановка һәм аның янында булган кешеләренә. Шулай ук һәр вакыт штаб татар яшьләре һәм активистлары монда ифтарларны үткәрергә үзләре теләк бирәләр һәм вот шулай итеп без ифтарлар уздырабыз монда. Мы уже не первый раз собираемся в таком прекрасном месте, в Московском муфтияте. Всегда очень тепло нас встречают. Необыкновенные здесь, конечно, у нас получаются намазы. Они такие какие-то проникновенные, всегда хочется плакать, да, и прям в самое сердце. И хочется напомнить о том, что месяц Рамадан — это необыкновенный месяц, да, я всегда говорю, очень волшебный месяц. И так как Творец, Господь миров смотрит в наши сердца, я хочу пожелать всем, чтобы Творец очистил наши сердца, смягчил их, чтобы открыл в нас необыкновенную свою любовь, мягкость и проникновенность. Всех с месяцем Рамадан. Рамадан айы мөбарәк булсын. Амин, шулай булсын, зур рәхмәт сезгә. Сегодня был потрясающий ифтар, организованный штабом татар Москвы. Очень интересная лекция, познавательная, как всегда в этом муфтияте. И, конечно, ифтар. Сам ифтар, как всегда, очень вкусно, потрясающий плов. Огромная благодарность нашему шеф-повару. Богатейшие столы, которые до сих пор еще люди уже наелись, и они ломятся от еды. Огромная благодарность. И пусть Всевышний благословит ручки, которые это все приготовили, и тех, кто это все организовал. Рамадан для меня — это месяц поста, который я напоминаю себе о том, каким на самом деле должен быть мусульманин, и стараюсь по новой, как-то по более лучшему способу, методу следовать всем канонам религии ислам. И когда Рамадан заканчивается, стараюсь мыслить, делать так, действовать, чтобы Рамадан у меня длился весь год, потому что не может быть мусульманин таким, что только в Рамадан он святой, а в остальное время нет. И Рамадан, он и создан для нас, чтобы мы напоминали себе пример вот этого самого человека, который должен быть мусульманином и продолжать так идти по жизни дальше. Проповедь нас зарядит энергией Рамадана, чтобы мы с таким же уровнем духовности шли дальше в этом месяце, и когда он закончится, обязательно продолжали свой исламский путь, следовали наставлению пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и были не только в Рамадане религиозными, верующими, праведными, но и после него старались не совершать плохих дел, грехов и стремились к благочестию, к тому, чему мы стараемся следовать в Рамадане, к чему мы стремимся в нашей религии в исламе. Аллах Табарака ва Тааля в Коране говорит, что месяц Рамадан был ниспослан Коран. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. И Коран вечно пребывает как чудо. Чтение непосредственно текста Корана абсолютно необходимо для тех, кто не владеет чтением. В наших ежедневных, так скажем, обязательствах у мусульман предписание стараться учиться Корану. Например, вот 29-30 дней Рамадана. Если мы каждый день заучивали бы одну букву арабского алфавита, то есть фактически языка Корана, за 30 дней, за месяц мы бы научились читать на арабском языке Коран, правильно? Еще добавьте сюда 5 раз, вот 5 уроков в день. Утром встал на намаз, эту букву посмотрел, потом на обеденный намаз, глядишь вечером уже и можешь уже слова сочинять из этих букв. То есть 5 уроков в день, 30 дней, вот тебе достаточно времени, чтобы научиться
к чему чтению Корана. Ну для кого? Для того, кто реально желает этого, правильно? Должно быть желание. Если желания нет, но если даже будет книгами торговать, ни одной книги в жизни не прочитает. Да? Кроме ценника ничего не видит. А надо бы читать. Кто не может исполнять там, ну, повеление, стремление к знанию, ну, Коран читать не умеет, тогда нужно, что умеешь, наизусть. Ну, наизусть почти 99%, думаю, из нас всех учили бабушки, дедушки. Куль гу Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид, ва лям юляд, ва лям якуль лаху куфуан ахад. Сура Аль-Ихлас – это сущность, джаугар Корана. Троекратное чтение Ихласа, наши ученые говорят, что оно эквивалентно прочтению одного хатма Корана. Следует продолжать с таким же вот намерением. Мы не смогли прочесть Коран, например, там джузы Корана, поэтому должны прочесть это. Некоторые люди препятствуют другим в чтении Корана. Говорят, там, не читай это, ты все равно не понимаешь, все равно правильно не читаешь. Есть такие люди же. Бывает. Лучше читай там вот книгу такого-то, такого-то. Эти слова, конечно, ничтожны. Они не имеют никакой ценности. И посему в этом заключается главная особенность этого благословенного месяца Рамадан, месяца, в котором был ниспослан Коран. Надо читать. Коран был ниспослан в Лейлятуль Кадр, как известно, ночь предопределения, как называют ее. И ничто не заменит его. Чтобы приобщаться к его благодати, то есть фазилят Корана, аятов, слов Корана, соответствующим намерением, как мы и сказали, иншаллах. То есть те, кто может, должны читать Коран, стараться. Кто не может, вот альхамдулилля, есть возможность, мы джамаатом каждый день слушаем чтение одного джуза Корана. Во время таравих намаза каждый день, альхамдулилля, находимся в этом состоянии и в мечети, и с омовением, и намаз читаем. И еще в намазе мы с вами слушаем хатм Коран. То есть как на уроке. Мы и намаз читаем, а фактически еще слышим, кто вот заучивал эти аяты, вспоминает, когда имам читает эти аяты Корана. То есть мы прослушиваем аяты священного Корана. Это, конечно же, также большой аджир. И дарует нам Аллах Субхану ва Тааля ясность ума, чтобы вот изучать. И в этом заключается мудрость Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И это одно из великих чудес. Человек может не знать ни слова по-арабски, не говорить на нем, но при этом может читать Коран лучше, чем арабы. То есть он по-арабски не знает, вот вы тоже, мы с вами разговаривали, да, по-арабски не знает ни слова, но он настолько скрупулезно выучил Коран со всеми вот там моментами точными, и он читает, как бы вообще не отличишь, что араб читает, не араб читает. То есть настолько уважительное отношение человека к Корану, как к книге Аллаха Табарака ва Тааля. Видите, это удивительно же.